Ассаламу алейкум, Сери Калашун. Сегодня исполняется 75 лет со дня чудовищной депортации нашего народа в Казахстан и Среднюю Азию. Бенчан дал ахитым болт, дал гештолт, изамет дал юцам. Это страшная дата в истории нашего народа. После 1944 года последовал 1992 год. Это последствия 1944 года. В 1992 году та же российская армия, те же осетинские бандформирования с так называемой Южной Осетии и Северной Осетии напали на мирное население Пыльного района и города Владикавказ лиц ингушской национальности. Это был геноцид ингушского народа. Опять же, я хочу сказать, Тигшбейншам дал ахитым болт, дал гештолт, дал изамет дал юцам, дал вазут хаббудол царь. Мы этого никогда не забудем и не простим. Каждый ингуш должен помнить это и передавать по наследству. Рано или поздно справедливость восторжествует, и мы вернем то, что нам принадлежит. А теперь я перейду по обстановке, которая сегодня происходит в Республике Ингушетия. И по заявлению некоторых лиц, по ситуации 92 года в Пыльном районе, что произошло. Некоторые люди там заявляют, что это была война. Я его хочу поправить. Это не была война. Потому что я лично присутствовал там. А этот человек, который говорил об этом, он не присутствовал там. И он не знает, что там было. А я знаю. Этими глазами все видел. Это была этническая чистка. Это был геноцид нашего народа. Вот ты заявляешь, что это была война. Хорошо, я тебе скажу. Где у нас было оружие? У нас что? Авиация была, танки были, вертолеты были. Что у нас было? У ингушей что было? Что ты можешь назвать, что это была война? Вот это все было у осетин. Российская армия, самолеты, вертолеты, танки. Все у них было. Но у ингушей этого ничего не было. И как ты можешь назвать это войной? И говоришь, мы эту войну проиграли. Мы не проиграли никакую войну. И никакой войны не было. Была этническая чистка ингушей Пыльного района и города Владикавказ. Все, вот на этом надо останавливаться. Плюс ты еще заявляешь, а что мы, белые и пушистые? Я вообще удивлен с твоих фраз. Я тебе отвечу на это тоже. Да, ингуши белые и пушистые по отношению к осетинам. Ингуши никогда не нападали на своих соседей. Ингуши не живут в чужих домах и на чужой территории. Поэтому мы белые и пушистые. И в следующий раз, когда ты выражаешься, сначала подумай, о чем ты говоришь. Или посоветуйся вокруг сидящих с тобой товарищей, там, друзей, кто у тебя там. Спроси, а это как? Это правильно, это неправильно? Поэтому не надо обвинять сегодня народ, что мы проиграли войну. Нет, мы не проиграли. Это не была война. Ее никак нельзя назвать войной. И вот эти твои высказывания, это носит вред нашему народу. Не пользу, а вред. Вот я здесь в Европе живу. Я здесь многим доказываю, что это была этническая чистка. Ты садишься там, говоришь, это была война. Что-то твой разговор и мой разговор не совпадает. Хотя я прошел этот Пыльный район. Я от начала до конца был эти дни там. И все видел своими глазами. А ты этого ничего не видел. И ты не можешь сегодня заявлять, что была война. Поэтому в следующий раз я тебя прошу, прежде чем ты будешь что-то говорить,
Думай. Еще что я хотел бы сказать. Я хочу обратиться к нашему народу с призывом. Объединитесь. Бросьте все распри между собой. Идите единым фронтом. Вы посмотрите, что сегодня происходит в этой республике. Сплошная коррупция. Так называемый глава обокрал эту республику. Помимо бюджета украл 5 миллиардов собранных народом деньги на мечеть. Сегодня этот проходимец приготовил документы о признании Пригородного района и Владикавказа и горной части Ингушетии за осетинами хочет признать. Вы об этом думаете? А вы сегодня, что вы делите, я не понимаю. Что с вами происходит? Просто я вас прошу, сделайте между собой. Объединитесь все. У вас там одна организация, третья, четвертая, пятая, шестая. Но мы же все идем к одной цели. У нас же у всех одна цель. Убрать этого проходимца, сделать всенародные выборы, закон о реабилитации репрессивных народов, вернуть нашу территорию в состав Ингушетии. Это же у нас у всех одна цель. Или у нас еще какие-то цели есть? Поэтому я вас прошу, отбросьте все свои корыстные цели в сторону и ради Аллаха объединитесь. Бахби. Простите друг другу все, что вы наговорили. Ничего такого страшного нету. Если ты чувствуешь, где-то ты кого-то обидел, если ты попросил прощения, ничего страшного в этом нету. Это тебя не унижает, что ты попросил прощения, если ты кого-то обидел. Вот давайте, для этого первый я начну, чтобы вот мы все объединились, и чтобы у нас бэк был. Я лично, официально заявляю, если я кого-то словом или делом обидел кого-то, прошу у вас прощения. Прошу вас ради Аллаха меня простить. И также я прощаю тех, кто это все время меня оскорблял, писал против меня гадости. Ради нашего народа. Ради того, чтобы у нас был бэк. Давайте объединимся, единый кулак. И пойдем вместе все. Аллах шиида. Прошу вас, мои братья и сестры, объединитесь. Вы для меня сегодня. Вот вы скажете, что я вот здесь сижу в Европе и там что-то. Нет. Мне тяжело. Я делаю все, что могу в моих силах, делаю здесь. Доношу до мировой общественности о происходящем в нашей республике. Это делается диашида. И поэтому у вас же у всех одна цель, диашида. Поэтому отбросьте распри, объединитесь, борьбы, все организации объединитесь и давайте в конце концов уберем вот этого проходимца. В первую очередь давайте уберем этого проходимца Евкурова, уберем его. Потому что он уже наделал столько, уже нету края, вот уже все, он все дошел, понимаете? Поэтому мы должны его убрать, посадить его на скамью подсудимых. Пусть отвечает по законам. Вот там надо работать, а не между собой грызться. Бахпи, ради Аллаха, бахпи. И напоследок, что я вам скажу. Дай Аллах всего самого наилучшего моему народу. Я вам всем желаю всего самого хорошего. Счастья, здоровья. А самое главное, бахт. Да, бахт сабулбай. Ассаламу алейкум, сабусу бежри и жри.